Вход свободный, вопросы прямые. В ДК сельского поселения Нижние Очелки сегодня не только студенты, но и молодые предприниматели, представители различных структур или просто активисты. Все те, у кого накопились вопросы к первому лицу республики. В начале встречи Юнусбек Евкуров кратко изложил цель мероприятия и обратился к ингушской молодежи с просьбой об открытом диалоге. Вы должны все-таки вопросы задавать те, которые вам помогут сориентироваться дальше в жизни. Понять, что мы хотим, что мы делаем. И ваш вопрос и мой ответ, как главы республики, поможет другим ребятам в жизни, не только тому, кто задает вопрос. В течение нескольких часов живого диалога затронуты самые разные темы: культура, спорт, политика. Особый акцент молодые люди делают на празднование 25-летия региона, которое намечено на июль. А вот активная молодежь Малгобека прорабатывает свои проекты, приуроченные к году экологии. Мусор Умаров предложил благоустроить городской пруд и открыть зону отдыха. Дам поручение, давайте возьмем на контроль, как это сделать. Мы буквально недавно посещали Сужинский пруд. Там целевые деньги идут по федеральному центру, что выделяются деньги. И там должен быть очень красиво, хорошее место отдыха получится. И на базе этого места отдыха, сегодня председатель правительства тоже озвучивал, вот этот пруд, который в Малгобекском районе, мы все наблюдаем, его там тоже программу включить, чтобы его облагородить. Ну и те пруды, которые там и в Малгобеке, и в Карабулаке, их тоже привести в соответствие, чтобы хотя бы там элементарные условия для людей создать. Довольно наболевшим среди молодежи оказался вопрос распространения аптечной наркомании. Молодой человек из Далакова рассказал, что в их селе открыто продаются психотропные вещества. Однако никаких методов борьбы с такими людьми, согласно действующему законодательству, не существует. Вопрос стоит сейчас в подвешенном состоянии, где-то потому что и закон не позволяет. За это они отделываются административным правонарушением. А эти ребята, это молодежь, которая непосредственно занимается, ходит, проверяет этим, делают те функции, которые должны делать представители власти, они уже нарушают закон. Ваша же задача, как людей, которые радеют за это, в том числе молодежи, общественный совет, я уже говорил об этом, добиться того, чтобы, если этих нет в аптеках, видеокамеры наблюдения, чтобы мы могли в любое время следить. Добиться того, чтобы у нас не надо вам самим ходить, что-то там права качать. Потому что если завтра вас посадят, это будет правильно. Потому что вы полезли не на свое поле. Встречи главы Ингушетии Юнусбека Евкурова с молодежью уже стали традиционными. С каждым разом вопросов в главе становится все больше. И это говорит об одном: наша молодежь не безразлична к общественно-политической жизни региона. В ходе встречи от молодых людей прозвучало более 30 вопросов. Затронули тему муфтията, состояния дорог, трудоустройства отличников. Говорили также о важности создания дискуссионных площадок, где молодежь на регулярной основе смогла бы обсуждать назревшие вопросы и решать их. К примеру, в Малгобеке уже действует подобный клуб с говорящим названием Дешендей. Вот эти площадки надо, они должны быть не одна, вторая, третья, чтобы мы друг другу, и не в целях, не для поддержки власти, а для того, чтобы вы сами не шли за какими-то там людьми, у которых за спиной ничего нет. Вы даже в том числе, вы даже حقوق تنسقوا يري دي ياغي دعتها بأخذ كهشكل سنلر في ملا لري حاج تسقي لر يواز الحوجة حتنتهي وانولي أزمو أودو سقوها أزمو كشقوا عجقوها вот это. Поэтому делайте эти площадки, и они должны быть и публичные, в том числе, и на этих площадках должно быть право выступить любому, кто имеет свою точку зрения. А от учителя Нестеровской 4-й школы Мадины Тибоевой поступило предложение открыть в республике национальную деревню, своего рода дом-музей, где можно будет демонстрировать гостям всю культуру ингушей. Это, в свою очередь, повлияет и на развитие туризма в регионе. Как шьют нашу национальную одежду, чтобы в этой деревне было гончарное производство, кузнецы. И вот как-то можно было бы, если бы есть возможность, конечно, можно спонсоров, я думаю, привлечь. Уже есть люди, которые заинтересовались, я уже обсуждала эту тему. Возле башенного комплекса, вокруг него, в том районе, мы там хотим делать такой хороший коммерческий проект, именно только национальный, только вот из того, из нашего старинного такого уклада жизни. И там же, как вы говорите, различные образца, уже работники, которые там будут показывать все в национальных одеждах, в том числе и официанты, и все остальное.
национальной кухни, народные промыслы. Вопросы здесь самые разные, но главное, что каждый, кто их задает, получает конкретные ответы. Юнусбек Евкуров на месте дает поручение изучить вопрос, а затем доложить лично. Откровенный разговор с властью для молодых людей в первую очередь возможность развеять свои сомнения, отличить домыслы и слухи от правды. Такого рода встречи для молодежи большая поддержка в том, что действительно на уровне нашего главы республики проводится такого рода мероприятия, программы, нацеленные на именно поддержку молодежи. То есть это социальные программы, проекты всякого рода, нацеленные именно на то, чтобы трудоустроить именно молодежь, выявить ее потенциал и тем самым развить именно нашу молодежь. Было задано очень много продуктивных вопросов, и глава ответил достаточно внятно и понятно всем с стороны политического взгляда. Я очень был доволен ответом, и на свой вопрос, конечно же, очень благодарен за ответ. Для меня это было очень полезно, потому что было очень много вопросов, которые насущно действительно сегодня существуют. Много ребят задавали серьезные вопросы, были хорошие ответы. Я думаю, что можно сделать вывод. И для многих, я думаю, сегодня есть над чем подумать. В завершении встречи Юнусбек Евкуров призвал молодых людей быть активнее, проявлять инициативу в первую очередь в учебе. Ведь без образования нет будущего. И предлагать свои проекты по развитию молодежной политики. Именно для этого глава региона периодически устраивает такие встречи с молодежью. Ферида Миржова, Рахман Суров, Новости 24.